В райцентре Хангаласского улуса в городе Покровске депутат Госдумы, первый президент республики Михаил Николаев ответил на вопросы местного населения. На встрече присутствовали также члены правительства республики. Репортаж с Аргаланы Ильиной. Покровск – город с населением более 9 тысяч человек. Средняя заработная плата составляет 25 тысяч рублей, средняя пенсия – 13 тысяч. Население беспокоит вопрос о повышении заработной платы, повышении уровня жизни. Видно же, что у людей зарплата очень низкая по сравнению, например, с промышленным городом, как Мирный. Например, мне есть с чем сравнить, потому что я тут в Мирном побывала и вижу, что у людей все-таки уровень жизни выше, и инфраструктура лучше, потому что у них, конечно, все зависит от зарплаты, от поступления в бюджет. Поэтому мне хочется, чтобы здесь, в Покровске, вот вообще в нашем районе Хангаласском, именно промышленность процветала. В своем выступлении первый президент Республики Саха-Якутия подчеркнул то, что Хангаласский улус является одним из наиболее перспективных по своему географическому расположению природным ресурсам. В плане развития он выделил село Улахан-Ан как модель развития современного села. Общаясь, все довольны. Почему? Потому что все работают, у всех рабочие места, коллективное хозяйство, фермерское хозяйство. Так? Поголовье растет, продуктивность растет, и доходность растет людей. И туризм, и строительство, и мясное скотоводство, и молочное скотоводство, и коневодство. Все в одном маленьком поселке. Вот модель, сделайте его и распространите. Дальше, если мы не умеем, давайте учиться. Радостными аплодисментами встретили пришедшие на встречу граждане ответ заместителя председателя правительства Александра Борисова о подключении в Покровске цифрового телевидения 1 октября этого года. Со своими вопросами и пожеланиями к членам правительства обратились как руководство города, депутаты, так и простые граждане. Надеюсь, что молодежь, все наши руководители уяснили у себя каждый в себе, что дальше им, как жить, в каком направлении работать. Очень удовлетворенная у него речь, очень глубокая речь и на будущее, и на сегодня. В своем обращении к жителям первый президент Якутии подчеркнул, что развитие улуса зависит от инициативы каждого, ответственного отношения к своей работе, активной жизненной позиции граждан. С Аргаланы Ильиной, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский улус.